Добро пожаловать на воскресное богослужение в церковь «Краеугольный камень» города Якутска. Давайте мы поднимемся на наши ноги, помолимся, благословим сегодняшнее собрание и будем прославлять Господа. Еще раз, рад вас видеть. Слава Богу, вы на правильном месте. Помолимся. Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя за милость Твою, благодать. Благодарим Тебя за присутствие Твое, за все благословения в нашей жизни, Господи. Спасибо Тебе, что мы пришли сюда, что у нас есть возможность. Мы просим Тебя, Господи, благослови сегодняшнее собрание, как мы его благословляем. Послужи нам через наших братьев и сестер и используй нас также, чтобы мы могли, чтобы Ты мог послужить через нас. Господи, мы просим Тебя, говори в сердца людей. Пусть каждый он получит то, в чем он нуждается, Господи. Пусть никто не уйдет из этого собрания равнодушным, Господь. Я прошу Тебя, касайся сердец, Господи. Говори. Кто нуждается в утешении, Господи, пусть будет утешение у этого человека. Кто нуждается в ободрении, пусть получит ободрение. Кто нуждается в исцелении, пусть будет исцеление, Господи. Ты великий Бог, Ты Создатель всего, и для Тебя нет ничего невозможного. И мы поклоняемся Тебе. И мы проговорим, что Ты глава этой церкви, Господь. Хотим слышать голос Твой и идти за Тобой, Господи. Делай, что Ты хочешь на этом собрании, и двигайся, как Ты хочешь. Господи, мы хотим следовать за Тобой. И прими всю хвалу, которую мы приготовили для Тебя, ибо Ты достоин. И весь Божий народ сказал: Аминь. Давайте Господу аплодисменты дадим. Аллилуйя! И прославим Его. Душа моя поет, Твоя любовь меня к Тебе зовет. Душа Тебе поет, мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. Мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. Твоя любовь спустилась к нам с небес. Душа моя поет, призвал меня Ты милостью Своей. Душа Тебе поет, мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. Мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать.
вышесть из души моей, что лучше может быть любви Твоей, что лучше милости Твоей, ведущей нас домой к Тебе, что лучше может быть любви Твоей, что лучше милости Твоей, а вышесть из души моей, что лучше может быть любви Твоей, что лучше милости Твоей, ведущей нас домой к Тебе, что лучше может быть любви Твоей. Петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать мы будем. Петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. Аллилуйя! Воздай славу всему Господу! Господь, мы славим Тебя на этом месте и благодарим. Иисус, Ты живой наш Бог! Иисус, Ты живой, Господь живой, воскресший Иисус. Иисус, Ты живой, Ты наша жизнь, воскресший Иисус. Ого, ого, ого. Живой, что славить, живой, что славить Тебя, отдаю себя, отдаю Тебе, ведь Ты живет во мне. Живой, что возвещать, Господь, за нас страдал, отдаю себя, отдаю Тебе, ведь Ты живет во мне. Подобных нет Тебе, Бог, подобных нет Тебе, Бог. Иисус, Ты один, с кем быть хочу, тот, для кого живу. Иисус, Ты святой, Господь живой, всю славу воздаю. Ого, ого, ого. Живой, что славить, живой, что славить Тебя, отдаю себя, отдаю Тебе, и Ты живет во мне. Живой, что возвещать, Господь, за нас страдал, отдаю себя, отдаю Тебе, и Ты живет во мне. Подобных нет Тебе, Бог, подобных нет Тебе, Бог. Ты Бог мой, Ты Бог мой, Ты Бог мой, нет другого. Ты Бог мой, Ты Бог мой, Ты Бог мой, нет другого. Ты Бог мой, Ты Бог мой, Ты Бог мой, нет другого. Ты Бог мой, Ты Бог мой, Ты Бог мой, нет другого. Живой, что славить, живой, что славить Тебя, отдаю себя, отдаю Тебе, и Ты живет во мне. Живой,
таких, как Он. Господь великий, славен, и мы славим Тебя, наш Бог. Ты видишь сердце, ты знаешь мысли, я тебе отдаю дни мои. Прощен и свободен, и верю всем сердцем, что лучшее еще впереди. Знаю я, ты со мною поднимаешь, когда падаю я. Всей душой я с тобою, твоя милость восхищает меня. И все вместе, все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Ты не оставишь, ты не покинешь, если мир мне объявит войну. Стрелы расплавишь, скалы раздвинешь, только руку к тебе протяну. Знаю я, ты со мною поднимаешь, если падаю я. Всей душой я с тобою, твоя милость восхищает меня. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Только для Тебя, Господь. Каждый день нашей жизни мы отдаем Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Бог, что Ты с нами в каждом дне. Аллилуйя. Не забуду я, как Ты освободил нас, разделил моря. Это исход моего сердца. Ты спас нас, избавил, воды удерживал Господь. О, Яхве, Бог воюет за меня,
восхолом, мораны туптан тубуту. Аллилуйя. Если Бог за нас, кто против нас? Мы славим Тебя, Господь, за Твою победу, что Твоя любовь победила все, и мы можем торжествовать в Тебе, Господь, в каждом дне. Ты здесь, Ты среди нас, Господь, склоняюсь я перед Тобой. Бог, Ты здесь, Ты ходишь среди нас, Тебе хвала, Тебе хвала. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто Ты, наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове,
слове Царь всемогущий, наш Бог, вот кто Ты, наш Бог. Бог, Ты здесь, касаешься сердец, Тебе хвала, Тебе хвала. Бог, Ты здесь, Ты меняешь нас, Тебе хвала, Тебе хвала. Бог, Ты здесь, чтобы судьбы изменить, Тебе хвала, Тебе хвала. Бог, Ты здесь, Ты среди нас, Господь, Тебе хвала, Тебе хвала. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто Ты, наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто Ты, наш Бог. Если трудно идти, мне Ты рядом, если трудно дышать, мне Ты рядом, Ты каждый миг рядом, Ты каждый миг рядом. Если трудно идти, мне Ты рядом, если трудно дышать, мне Ты рядом, Ты каждый миг рядом, Ты каждый миг рядом. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто Ты, наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто Ты, наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто Ты, наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто Ты, наш Бог. 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 Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог. Вот кто Ты, 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 наш Бог. О Господь, Ты великий Бог, Ты верный, Ты всемогущий, Ты всесильный, Господи. На Тебя вся наша надежда, Господи. Ты источник нашей силы, нашего вдохновения, нашего желания жить, Господи. И мы просим Тебя, Господь, благослови каждую нужду, которая есть у нас, Господь, в нашей церкви, у каждого человека. Прямо сейчас, если у Тебя есть какая-то нужда, проси у Бога, чтобы Он восполнил по богатству своему, в простоте. Проси как можешь. Если тебе нужно здоровье, нужно исцеление, проси у Бога. Если тебе нужно благословение в какой-то сфере, прямо сейчас говори Ему. Говори, и Он силен все исправить. Он силен исцелять. Прямо сейчас приходит исцеление, я провозглашаю это, в жизнь людей.
Просто проси Его об этом. Прямо сейчас исполняются нужды. Они прямо восполняются, Господи. Благослови, я прошу Тебя, каждого человека. Мы уповаем на Тебя, Господи. Да не будем постыжены. Во имя Иисуса, Господь. Господи, мы просим Тебя за всех, у кого есть какая-то финансовая нужда. Господи, впереди новый учебный год. Дай всем родителям возможности, способности и мудрости подготовить детей к школе, Господь. Устрой все бюрократические дела. Может быть, кто-то переводится в какую-то школу куда-то, Господь. Благослови их, чтобы все сработало, Господь. Благослови всех подростков, которые поступили у нас куда-то, уезжают в другие или уже уехали в другие города. И им предстоит учебный год в высшем учебном заведении. Господи, благослови их, дай им мудрости, окружи их людьми, которые будут оказывать положительное влияние на них. Господи, пусть Твоя рука будет над всеми нами, уберегая нас от зла, Господи, во все дни эти жизни. Господь, Господи, мы просим Тебя за все семьи в нашей церкви. Господь, может быть, кто-то сейчас переживает вынужденное расставание. Господь, просим Тебя о том, чтобы семейные связи, узы, они не ослабевали, Господи. Дай мудрости, как поддерживать отношения, как поддерживать огонь. Господь, благодарим Тебя. Также, Господи, мы приносим перед Тобой все церкви в нашем городе, в нашей республике и по всей стране. Господь, у Тебя одна церковь, и мы просим Тебя, Господь, благослови, благослови. Каждая поместная община пусть исполняет то, для чего она предназначена. То, что Ты, Господь, в чем Ты видишь и в чем Ты ведешь. Пусть люди, они слышат голос Твой, Господи. Пусть люди, они приходят в церкви и спасаются, Господь. Пусть Царство Твое, оно распространяется. Аллилуйя. Мы проповедуем Христа распятого. Мы не проповедуем какую-то церковь, Господи. Мы смотрим на Тебя. Господи, мы просим Тебя, чтобы люди в своей жизни, они слышали голос Твой. Они знали, что Ты живой Бог. Что Ты отвечаешь на молитвы. Ты говоришь. Открой наши сердца, Господи. Дай нам слышать голос Твой. Господь, дай нам быть смиренными. Дай нам помнить, что мы всему обязаны Тебе в наших жизнях, Господь. Ты источник всего благого. Аллилуйя. Господи, мы просим Тебя также за нашего мэра, главу нашей республики и также президента нашей страны и правительства, Господи. Благослови их, как мы их сейчас благословляем, Господи. Пусть эти люди имеют страх Божий. Пусть они исполняют то, на что они поставлены. Заботятся о стране, заботятся о народе, Господь. И пусть жизнь людей, она меняется к лучшему. Господи, пусть они смотрят на Тебя, как на источник вдохновения. Пусть они понимают, что какая бы власть у них ни была, но есть власть, которая выше. Аллилуйя, Господи. Мы благодарим Тебя. Благодарим за наше начальство и просим Тебя, Господь, благослови их. Дай нам жить в мире со всеми властями. Дай нам жить в мире с другими церквями, со всеми людьми. И, Господи, мы просим Тебя о мире в нашей стране также, чтобы эта военная операция, которая идет, она как можно быстрее закончилась, Господи. У Тебя на все свои времена и сроки. Но мы просим Тебя, Господь, чтобы боевые действия, они прекратились как можно быстрее, чтобы как можно меньше людей оно погибло. Господи, пусть будет мир. И мы просим Тебя также, Господи, за всех парней из нашей церкви, кого мы знаем и кто был призван и сейчас находится там в зоне СВО. Господи, пусть Твоя рука будет над ними во все дни их жизни, Господи. Просто веди их, уберегай их, Господь. Пусть они вернутся живые и здоровые в свои семьи, Господи, по возможности. Благослови, благослови. И пусть слышат голос Твой, Господь. Пусть уповают на Тебя. И вся слава да будет Тебе. Аллилуйя. И весь Божий народ сказал: аминь. Да будет так. Слава Богу. Слава Богу прославлению. Давайте им поаплодируем отдельно. Было круто.
И не присаживайтесь, раз уж вы все равно стоите. Возьмем пару минут, давно не виделись с кем-то. У нас постоянно проходит какая-то миграция, кто-то уезжает, кто-то приезжает. Давно, если не видели человека, подойдите и скажите что-нибудь хорошее. Благословите его, обнимите. Не надо к домашним к своим подходить. И с кем вы пришли сюда, подойдите тем, кого вы давно не видели. И я хочу обратить ваше внимание, смотрите, у нас Паша Белов. Паш, помаши рукой. Смотрите, он приехал в отпуск. Вы знаете, что он был призван в зону СВО. Я даже не знал, что он здесь. Слава Богу, что Господь его сюда привел. И вы знаете, Бог, он так устроил, что ему даже, вот я с ним коротко поговорил, говорит, даже автомат не беру. То есть водителем работает. Ну, водитель-гранатометчик, вы все равно понимаете, что безопасных мест там не бывает. Он приехал в отпуск на 2 недели, скоро убывает обратно в часть. Сейчас за него тоже еще отдельно помолимся, раз уж он здесь. Но пока вы уже пообщались. У нас дождь на такой меланхоличный лад, я так понимаю, настраивает, да? Обычно все долго ходят, а тут как-то все уже расселись. Здравствуйте. Хорошо, и можно детей позвать сюда выйти. Дети, подростки, выходите сюда. Вы знаете, что на каждом собрании мы благословляем детей, молимся за них. Потому что мы верим, что есть сила в словах, которые мы говорим, особенно как верующие. Да, сентябрь не за горами, сегодня чуть побольше, начинают собираться. Давайте благословим. Господь, благодарим Тебя за каждого ребенка, кто находится сейчас здесь, Господи. Благослови, как я сейчас благословляю, Господи. Благослови Твоим здоровьем, Господи. Благослови Твоей милостью, Господи. Благослови Твоей любовью, Господи. Благослови каждого. Я прошу Тебя, пусть переживают Тебя, Господи, с этого маленького возраста уже, Господь, кто-то. Господи, пусть научатся слышать Тебя. Пусть Твои благословения будут их в жизни, Господи. Благослови их крепким здоровьем, Господь, и физическим, и духовным, и душевным, Господи. Я прошу Тебя, благослови их талантами, Господь. Ты каждому положил что-то, какой-то дар, Господь. И я прошу Тебя, пусть они развивают его. Господь, пусть они будут в чем-то лучшие, Господь. Во имя Иисуса. Я прошу Тебя о крепких семьях, которые у них будут. Господь, Ты усмотрел вторые половины для них. Господь, пусть в свое время они создадут семью. Благослови их детей. Благослови детей и их детей, Господи. Пусть они будут им надеждой и опорой в старости. И также благослови самих детей, которые сейчас здесь стоят. Пусть они также будут благословением для своих родителей. Во имя Иисуса. Пусть будет так. Аминь. Аминь.
И как я говорил, давайте мы еще за Павла помолимся. Отдельно. Ну, вдвоем выходите. Просто как за семью помолимся. Хорошо за них. Господи, я прошу Тебя, благослови эту семейную пару, благослови Павла, Господи. Дай ему силы, Господи, пройти через все. Я прошу Тебя, пусть Твоя рука будет над ним, Господи, уберегай его от смерти, уберегай его от увечий, Господи. И я прошу Тебя, используй его, как Ты хочешь, Господи. Я верю, Господи, что через него многие люди, они придут к Тебе, Господи. Написано, что Вы соль земли, Вы свет этому миру, Господи. И как он сказал, что там в зоне СВО там нет неверующих людей. Господь, и пусть люди приходят к Тебе через него. Используй его там также, Господи. И я прошу Тебя, Господи, пусть он вернется домой живой и невредимый, Господи. Во имя Иисуса благослови. Благослови его семью. Благослови их здесь, когда они здесь находятся. Чтобы все бытовые вопросы, они решались, Господи. Во имя Иисуса. Благослови и родителей их также, Господь. Дай терпение всем. Аминь. И пусть будет мир. Аллилуйя! Слава Богу! На что я хотел бы обратить ваше внимание, прежде чем мы дальше пойдем, по поводу прославления, я бы вам хотел сказать. Вы заметили, что у нас, во-первых, пропали вот здесь колонки такие, которые мы использовали как мониторы. Обратили внимание? Обычно такие штуки здесь стояли. Их нет. И такие маленькие блестящие штучки, да, сверкали в ушах. Это вот у нас ушной мониторинг появился. Не все пока гладко, вот здесь у нас куча проводов. Я верю, что мы от них когда-то избавимся. Просто все, что беспроводное, это очень дорого. Даже дороже, чем то, что мы. Но прямо радует. Я когда вчера был на репетиции, я приезжал сюда, смотрел, я просто зажмурившись уехал потом. Сегодня приехал, и слава Богу, все работает, все хорошо. Потому что я думал, я посмотрю, послушаю. Прошел час, они еще даже не начали, потому что вообще ничего не работало. Там не так. Это вот первая вещь, которую я хотел обратить ваше внимание. У нас что-то улучшается, и звук был классный сегодня. И я не знаю, вы обратили внимание, у нас вот там молодой человек в кепке с бородой. Давид. У нас появился звукорежиссер, и я хочу отметить, сегодня звук прям был классный. Ребят, как бы совсем недавно начал, но ударно. Потом также обратили внимание, у нас тексты сегодня какие были красивые. И вообще и буковки ровные, и все там это. Лерочка, тебе огромное там. Сара еще рядом сидит, вообще молодцы. Я знаю, что еще моя супруга тоже там принимала участие. Ну и вообще все, кто медиакоманда. Ну и Алена. Я не знаю, кто-то на YouTube заходит у нас. Вы заметили, что у нас страница, она преобразилась. Вообще дизайн общий и так далее. Вот это вот все ей. Слава. Здорово и приятно осознавать, что у нас что-то движется и меняется к лучшему. Еще, знаете, еще одна вещь. Смотрите, я вот все хожу и смотрю на стены. У нас всю ночь шел дождь. Смотрите, у нас стены сухие. Краска не облазит. Вот то, что мы летом делали, знаете, как никогда мы вовремя, мы не стали ждать, когда наступит сезон дождей осенью, да, и мы уже сделали. Прямо мы тоже улучшаемся. Да? Слава Богу. Сейчас 5 секунд. Слава это все сделал так легко и непринужденно, что я даже как-то... У меня вот здесь лежит бумажка такая. Вы знаете, у нас наступает осень, у нас скоро начнет полноценную работу детское служение. И, кстати, еще одна вещь, о которой мы сейчас помолимся. Я вот увидел бумажку. Вы помните, как нам как-то приходила проверка не так давно? Участковые и там другие официальные лица были. Вот, и у нас не было вывески на здании. И вот за эту вывеску нам, скорее всего, ну, я не знаю, меня, в общем, вызывают в суд. И там назначат какой-нибудь штраф, наверное.
А могут и не назначить это на усмотрение судьи, потому что у нас на самом деле как бы мы вывеску напечатали и тут же приклеили. Как бы, и у нас есть стенд, например, внутри помещения, где написано полное название. И на самом деле, ну, я уже смотрел, там, в общем, будет на усмотрение судьи. Я хочу, чтобы мы помолились, чтобы нас отпустили с миром по возможности, если такое возможно. Либо чтобы у нас штраф был минимальный. Потому что, ну вот. У нас была большая вывеска, я вот все хочу спросить, куда она делась. Никто не знает, у нас кто-то, кому она нужна, в общем, кто-то у нас увел вывеску, новую не успели сделать, и вот так оно получилось и совпало. Вот. Давайте помолимся коротко, хорошо? Господь, я прошу Тебя, Господи, благослови просто завтрашнее судебное заседание. Господь, благослови судью, благослови все стороны, Господь, также обвинение, кто там будет с этой стороны. И, Господь, сделай так, чтобы нам не назначили, по возможности, если такое возможно, никакого наказания, никакого административного штрафа, Господи. А если он и будет, то пусть будет минимальный, Господи. Дай нам, чтобы у нас были хорошие отношения со всеми, Господь. И пусть вся слава да будет Тебе завтра, Господь. Усмотри. Все. Отдаем все в Твои руки, уповаем на Тебя, на Твою защиту. Аминь. Вот. И мы плавно переходим, также у меня вот бумажка, знаете, на самом деле сейчас такое время, когда нужно все приводить в порядок. Мы живем в обществе, и мы не свободны от законов этого общества, от законов государства. И у нас скоро начнется детское служение. И для того, чтобы, если ваш ребенок, он ходит на детское служение, родители должны заполнить согласие о том, что вы не возражаете, вы не против, если ваш ребенок, он несовершеннолетний, чтобы он ходил на детское служение сюда, на воскресную школу. Хорошо? Просто это, ну вот, чтобы не было вот таких казусов, потому что если опять придет проверка, у нас находятся несовершеннолетние, чтобы нам не пришили, что мы здесь кого-то заманиваем и обманываем. То есть это должно быть согласие опекунов либо родителей. Хорошо? Можно внизу получить, ну, там есть готовые уже бланки. И если, то есть, если вы не заполните, ваш ребенок, он не будет ходить. Хорошо? То есть, если вы согласны, вы должны заполнить это. Аминь? Хорошо. Вот. Потому что, ну, должен быть везде порядок. И также дальше. Вот представляете, когда... Вот мы до этого смотрели ролик, когда был слет, вот «Царские охотники». И представьте, вот там ребенок заболел, чем заболел? Корью. Какой-то ребенок, который приехал, и там приехали всевозможные комиссии, потому что корь это, ну, это проблема. Вот, и если бы что-то было, знаете, где-то не было бы согласий, были бы не в порядке какие-то бумажки, закрыли бы вообще все. Раз в 5 лет проводится, но так как все было со всех разрешений, и МЧС было подключено, и все было сделано, все прошло хорошо. И вот ребенок этот был единственный, ну то есть каким-то образом, я не знаю, может быть, он еще из Москвы был, как он там был не привит, почему он там заболел. Но им ставили условие, что если заболеет еще хотя бы один, то просто всех закроют на карантин, всех, ну, я не знаю, может быть, кому-то, кто из, например, нашего региона, им бы и понравилось там просидеть, как бы, да. Но вообще там люди приехали буквально на пару недель, там, чтобы послужить, и у всех были дела. Слава Богу, никто не заболел, все разъехались, больше, ну, никого не закрыли. Но я к чему это? К тому, что нужно все бюрократические требования исполнять, да. Тем более это не так сложно. Вот. Нужно просто все делать вовремя. Слава Богу! И сегодня я бы хотел поговорить на такую тему, как страх. Мы не так давно говорили про гнев, ну и вообще мы по таким вот, знаете, чувствам идем. И давайте мы прочитаем сначала место Писания. Это книга Судей и 6 глава. С 1 стиха и там по 16. Довольно продолжительное место, но я надеюсь, вы не утомитесь. Опять же, кто-то, может быть, давно не читал. Вместе почитаем. Итак, книга Судей, 6 глава, с 1 стиха.
Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет. Тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах, и пещеры, и укрепления. Сейчас, минуточку. Леш, можно попросить? Это просто я с конкуренцией не справлюсь, потому что все внимание, оно там. Он гораздо симпатичнее, милее, и как бы, чтобы внимание не отвлекать просто. Да, вот, ну. Итак, тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах и пещеры и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овца, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадианитян, и возопили сыны Израилевы к Господу. И когда возопили сыны Израилевы к Господу на мадианитян, послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал им: «Так говорит Господь Бог Израилев: я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян и из руки всех угнетающих вас, прогнал их от вас и дал вам землю их, и сказал вам: я Господь, Бог ваш. Не чтите богов аморейских, в земле которых вы живете, но вы не послушали гласа моего. И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его, Гедеон, выколачивал тогда пшеницу в точили, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный. Гедеон сказал ему: Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это? И когда все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян. Господь, воззрев на него, сказал: иди с этой силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя. Гедеон сказал ему: Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манассином самое бедное, и я в доме отца моего младший. И сказал ему Господь: я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека. Фух. И, как я уже сказал, знаете, вот последние проповеди, которые, мои были, мы касались таких разных сфер жизни человека, да, мы говорили про гнев, про что мы еще говорили? Про то, помните, как не упасть духом, как не быть обескураженным. И к чему это все? Знаете, вот кто вот учился, кто сдавал на права или кто вот на машине ездит, есть такое понятие, как слепая зона вот в автомобиле. Кому знакома такая вот? То есть если ты смотришь в зеркало боковое, зеркало стоит, оно показывает тебе, что находится сзади, да? Никто ли там тебя не обгоняет. Но есть определенная зона, которая ни твое боковое зрение, ни зеркало, оно не закрывает. Называется слепая зона. Да? И если, то есть автомобиль, который совершает опережение, обгоняет тебя, он может попасть в эту слепую зону, и ты его не увидишь, повернешь, и как бы, будет столкновение, авария. И поэтому нужно убедиться. То есть по-разному. Кто-то, знаете, вот если вы видели на зеркалах такие кругляшки, полукруглые делают, да, вот это помогает, например, избежать слепой зоны. Можно головой вертеть, можно наклониться. То есть у меня зеркала на машине большие, я как бы вот так немножко делаю, и мне разный угол, он как бы, по-разному. У кого-то остекление большое на машине, он видит там, но большегрузы, например, вот грузовики, там вообще проблема с этим часто бывает, у них слепая зона больше. Вот. И к чему я это говорю? Мне кажется, что в жизни людей есть, если так можно провести такую параллель,
знаете, такие эмоциональные слепые зоны. То есть какие-то вещи, которые, может быть, мы не досмотрели. Как помните, я про гнев говорил часто, человек, у которого с этим проблема, он даже не подозревает. И, как правило, люди, они говорят, да нет, у меня все хорошо. Может быть, кто-то пытается на подсознательном уровне, сам не понимая этого, скрывать какие-то вот такие эмоции. А может быть, это какое-то чувство, оно похоронено так глубоко, что сам человек, он даже и не знает. Да? И нам нужно иногда смотреть, если так можно сказать, вот в эмоциональном, в духовном плане, смотреть себе через плечо и проверить, может быть, мы что-то упускаем, может быть, у нас есть вот такая вот слепая зона в нашей эмоциональной жизни. И сегодня я бы хотел поговорить о страхе. И я вот так вообще разговариваю, когда с людьми, по поводу всевозможных вещей может быть страх. Если ты спрашиваешь верующего человека в церкви сначала, прежде всего люди говорят, у меня страх пред Богом есть. Есть страх о том, что страх перед смертью. Есть страх о том, что а если будет второе пришествие, все уйдут, а я останусь. А если я во второе пришествие, меня не вознесут? У кого-то есть страх по поводу политической ситуации, военной ситуации в стране. То есть, что будет? Как в одной песне, да, что же будет с Родиной и с нами? Что будет с детьми и с нашими? Когда смотришь, что происходит, и ты вспоминаешь, и всегда кажется, что раньше было лучше, было безопаснее, было спокойнее. Особенно если новости смотреть по телевизору, то, я не знаю, сейчас хорошие новости вообще бывают? И также люди, они переживают по поводу денег. Есть страх, что ты не сможешь, я не знаю, выполнить какие-то финансовые обязательства. Есть страх перед тем, что будет в будущем, в финансовом плане. Что делать? И, знаете, кто-то, как-то вот женщины бывают там, разговаривал, вот есть страх такой, что мне позвонят и скажут, что мой там ребенок, он попал в автомобильную аварию. И каждый раз, когда звонят, я все время жду, или там у меня есть страх, что вот позвонят, что это звонят из больницы, что он в больнице. Если мы неаккуратны, если мы упускаем вот эту сферу, да, из своей жизни, то все это может перерасти в то, что страх, он просто завладевает человеком полностью, и это может повлиять на тот выбор, который мы делаем в жизни, на те решения, которые мы принимаем. Может случиться так, что вот этот страх и та сфера, чего ты боишься, это первая мысль, которая ты утром проснулся, и она сразу у тебя. И это последняя мысль, с которой ты засыпаешь, если вообще заснуть можешь. И вот то место Писания, которое мы прочитали об Израиле, это то, что происходило с ними. И Израиль оставил Бога, написано. Начали поклоняться непонятным идолам. И Бог отдал их в руки мадианитян, написано, на 7 лет. И прошло 7 лет, и вот 11 стих, появляется ангел от Бога. Да? Садится под дубом. Давайте вот 11 стих. «И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иасу, потомку Авиезерову,
Сын его, Гидеон, выколачивал тогда пшеницу в точили, чтобы скрыться от мадианитян. Не совсем понятно, что вообще происходит. Давайте мы прочитаем. В современном переводе есть такой перевод Кулаковых, под редакцией Кулаковых. Вот его возьмем. То же самое место. Книга Судей, 6 глава, 11 стих. «И явился ангел Господень и сел в Офре под дубом Йоаша, потомка Авиезера. Сын его, Гидеон, тем временем обмолачивал пшеницу, спрятавшись от мадианитян в давильни для винограда». Что происходит? Кто-нибудь знает, как вообще выколачивали, обмолачивали зерно? Кто-нибудь представление имеет? Вот просто там сейчас нужно будет ролик запустить, хорошо? Вот который там на YouTube. Я не поленился, я просто забил ролик, как обмолачивали пшеницу раньше. То есть сейчас у нас зерноуборочные комбайны, которые сразу выполняют, да, они жнут. Зерно, оно проходит, оно выколачивается. Кто-нибудь вообще видел хлеб, зерно, рожь? Вот колосья такие, да? Вот раньше люди, они серпами срезали колосья вязали в снопы. На Руси как делали? То есть деревянная площадка, снопы большие ложили, и были такие колотушки, ну, две палки как бы деревянных, соединенных типа кожаным ремнем. Там разные деревяшки брали и по снопам били, и зерно, оно выколачивалось. То есть вот почему молотить зерно? Да, или его обмолачивали, то есть стучали по нему. Здесь вся задача состоит в том, что если бить сильно, или если в этом, да, зерно можно, ну, расколоть. То есть это еще не тот этап, когда его в муку перемалывают, да, его нужно просто достать, чтобы было целое зернышко. Да, его просто стучат, оно высыпается, потом его собирают. Его либо сеяли, там веяли, то есть ветер, например, весь мусор он выносил, зерно оно тяжелее, оно оставалось. Но первый этап это вот, здесь смотрите, что происходит. Гидеон залез в давильню для винограда. То есть я не знаю, как там в Израиле, какие были давильни, но вы представляете, то есть виноград давили, потом из него делали вино, то есть получали сок бродил, настаивался, получалось вино. Но это была какая-то емкость, и он залез туда вовнутрь, и он обмолачивает зерно. Не самое удобное место, да, ну, он спрятался там. И давайте вот мы видеоролик посмотрим, чтобы у вас было представление. Я вот просто посмотрел, это вот современная Россия где-то, ну вот они живут, в общем, натуральным хозяйством, вот просто парень показывает. Сверху у нас здесь колосья, в основном в этой части находятся колосья. Вот. И производим такого рода движения. Как видно, зерно рассыпается во все стороны. Вот видите, в зерно. основном все оседает на деревянной плахе. Мы потом его будем счищать вниз. И, собственно, таким образом происходит процесс обмолачивания. Работаем до тех пор, пока вот визуально наблюдая, глазками своими наблюдая за колосьями, мы будем наблюдать вот пустые колосья. Если есть еще зерно в некоторых колосках, значит мы продолжаем работу. То есть от этого процесса зависит то, сколько мы зерна получим. Вот. Расстелить основание нужно как можно шире, потому что зерно в радиусе 1-2 метров разлетается. Вот, чтобы... Я думаю, достаточно. В общем, процессы можно сразу убрать картинку. Вообще, как бы это большие, например, снопы и несколько человек, то есть большая площадка, чтобы сразу продуктивно работать. То есть я всегда за то, чтобы, когда выполняешь работу, чтобы было легко, да, технично. Потому что если нет техники выполнения каких-то задач, тратишь много сил. И знаете, когда ты там на семью вот так большие объемы, ты там не наколотишь сидя. Но я почему этот ролик выбрал? Ну, мы можем представить, как Гидеон, он молотил зерно на свою семью. Что вообще происходит? Почему он туда залез? Зачем он спрятался?
в эту давильню для винограда. Мы читаем, что Господь отдал израильтян в руки там, другого народа, и они приходили и просто как саранча. То есть толпами, там верблюдов было немерено, скота, то есть траву всю поедали, у израильтян забирали все, что было. То есть написано, что не оставалось ни осла, ни одной овцы, то есть они все съедали, забирали. И здесь Гидеон, написано, он прячется от мадианитян, чтобы они не увидели, что он зерно колотит, чтобы что-то для его семьи осталось. Он скрывается, он там втихаря собрал рожь там или пшеницу и сидит ее обмолачивает, чтобы получить зерна, и спрятался, чтобы никто не увидел. Я не знаю, ну, мы как бы не жили, наше поколение, да, вот под таким гнетом. Может быть, старшее поколение, кто был во время оккупации, во время Великой Отечественной, да, в западная часть, и когда немецкие войска, да, проходили в деревню, вы помните, уже у нас такой прямо образ там куры, яйко, то есть выгребали все, да, у жителей, независимо от того, ну, как там семья будет жить после этого, чем они будут питаться, да, как они будут восполнять, кто-то был обречен там, ну, на голодную смерть. Но, вы знаете, кто-нибудь, я вот понимаю, что это, ну, наверное, меня больше касается, потому что я именно этого поколения, когда у меня дети росли, вышел такой мультик «Приключения Флика». Кто-нибудь видел? Кому-то знакомо, нет? «Жизнь жуков» еще называется, прямо популярный мульт. Знаете, там про муравьев. И я вам коротко расскажу, почему я его привожу вот прямо в нашу тему. Вот ситуация. То есть здесь у нас Гидеон, он боится, что у него заберут последнее, ну или вот это вот зерно, он прячется, и он пытается что-то сделать для своей семьи. И в мультике, вы знаете, там суть в чем? То есть живет колония муравьев. Это первый мультик, который сделала компания Pixar, или один из первых. И он прямо был успешный. И после этого они сделали, знаете, вот все их знаменитые там истории игрушек, и так далее, и так далее. Это прямо был прорыв, вот там, это конец 90-х, 2000-е годы. Вот. Но вот этот первый мульт, и посыл такой хороший. Колония муравьев живет, и все у них хорошо, и там у них есть королева, есть какая-то молодая муравьиха, как принцесса вот эта, и муравьи, они там трудятся, но вся проблема заключается в том, что их угнетают саранча. И периодически раз в год, перед тем, как наступает сезон дождей, саранча нагрядывает, ну, прилетает, и муравьи должны запасти им зерна. И то есть прежде чем муравьи заберут себе продукты на всю зиму, они сначала обеспечивают саранчу. Они собирают им такую здоровенную кучу, и вот в какой-то день прилетает саранча, она все это съедает, забирает и улетает. Как бы, да, и после этого муравьи, они уже начинают запасать себе. И вот наступает этот момент, у них там есть какие-то соглядатые, разведчики, которые смотрят в трубу, саранча летит. И все говорят, и в этот момент муравьи, они все прячутся. Потому что муравьи, они не понимали, что их сила, она заключается в их количестве. Потому что если их много, и не как один, это прямо как сильный организм, да, а саранча, она большая в несколько раз, и они как бы их боялись. Вот. И, в общем, саранча летит, все бегут, есть там главный герой, этот муравей, он по своей нерасторопности, он бежит, и знаете, там они подготовили площадку такую, камень, там какая-то распорка стоит, и там куча зерна. И он бежит, и он задевает эту распорку, камень падает, и все зерно укатывается в реку. Прилетает саранча, и еды нет. А все муравьи там у себя где-то под землей в муравейнике спрятались, и они убеждены, что все будет хорошо. Что происходит? Предводитель саранчи, он решает наказать муравьев. Они хотя даже и не осознают, что, ну, они думают, что все хорошо, мы же все приготовили. Но он говорит, что если им хотя бы один раз спустить с рук, ты посмотри, сколько их много, они осознают свою силу, в следующий раз нас начнут игнорировать, ну, в таком духе. И
Там есть такая фраза, знаете, когда он этой королеве муравьиной говорит, он говорит, что я тебе объясню, как устроена жизнь. Солнце выращивает еду, муравьи собирают еду, а саранча поедает еду. Как бы вот так расписал, и потом он великодушно позволяет им, говорит, что хорошо, у вас там еще отводит им какой-то срок, там неделю или что-то, чтобы вы еще раз собрали нам, а иначе там он на что-то наступает, с хрустом ломает. Ну, в общем, вам не сдобровать. И в мультике все потом хорошо заканчивается, вот, но вы знаете, здесь вот это то, что было вот с Гидеоном и со всем Израилем. Знаете, вот написано, что они приходили как саранча. Они просто приходили, травили их посевы, ну, то есть пускали скот на их посевы. Скот все съедал, они все себе забирали, чувствовали себя вольготно. И Израиль написано, что они взвыли через 7 лет, потому что обнищали уже настолько, они не могли ничего с этим поделать. Да? И вообще, если читать книгу Судей, кажется, как будто вот Израиль, он попал вот в какую-то, знаете, вот спираль. Все повторяется или даже нет, как по циклу. То есть что происходит? Израиль отворачивается от Бога, начинает поклоняться непонятно каким богам, там, идолам. Бог отдает их в руки, ну, какого-нибудь народа. Израиль стонет, потому что живется очень плохо. Они взывают к Богу, Бог отправляет какого-то судью. Почему книга вот судей? Ну, лидера, так скажем. И он приходит, и через него Бог избавляет всю нацию, весь народ. И какое-то время они опять живут хорошо, а потом опять. Они забывают Бога, приходит следующее поколение, они уже не помнят ничего. Опять все плохо, и опять, и вот так вот оно все раз за разом, раз за разом. И здесь вот то, что происходит. Вот 7 лет они были под мадианитянами, и вот 12 стих. Приходит ангел Божий, да, и он открывает себя Гидеону. И явился ему, то есть вот он сидит в этом давильне для вина и молотит зерно, опасаясь, что у него заберут последнее. Да? И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный. Только вдумайтесь, человек от страха забился, что у него заберут последнее, и тут ангел приходит и говорит: Господь с тобою, муж сильный. Знаете, вот, слава Богу, действительно, меня всегда удивляет, как Бог, Он смотрит на человека. Он смотрит совсем по-другому, не как мы. Мы судим по внешнему и по прошлому. Как Васька, Ванька. Все его знают, что от него ожидать. Но Бог смотрит совсем по-другому. Да? Он смотрит на то, кем этот человек может стать. Он смотрит на потенциал. Он видит совершенно другое, он смотрит на сердце. Знаете, как вот Ной, тот, который ковчег строил, кто-то ошибочно в современном мире, говорит, что он пьяница. Я не буду сейчас в это касаться, да, но кто-то называет его пьяницей, а Бог видел человека, который спасет весь мир от потопа, благодаря которому весь наш существующий мир, он остался на плаву. Авраам, все на него смотрели, старик какой-то, у которого жена бесплодная, не могла рожать. Но Бог в нем видел отца многих народов. Моисей 2 слов связать не мог, был косноязычен. А Бог в нем видел человека, который спасет Израиль и пойдет на переговоры к фараону. Давид, если посмотреть на его историю, убийца и прелюбодей. А Бог его видел как человек по сердцу. И здесь Гидеон сидит, спрятавшись в какой-то там емкости от страха и молотит там зерно. А Бог ему видит его как человека необыкновенной отваги, который пойдет и там победит мадианитян.
То есть Бог смотрит не на то, что человек он совершил, но Он смотрит на то, кем он может стать. И вот прямо это вдохновляет. Скажите, даже если люди, они поставили на тебе крест, я тебе скажу, что Бог, Он видит потенциал. И это прямо ободряет. Итак, ангел говорит Гедеону, что Бог с тобой. Но Гедеон как-то не очень во все это верит. Да? 13 стих. Гедеон сказал ему, то есть ангелу: господин мой, если Господь с нами, если это так, как ты говоришь, да, если Бог, Он с нами, то от чего постигло нас все это? Где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян. Гедеон, он живет сейчас, вот он видит обстоятельства, он видит, что происходило все эти годы. Он там сидит, выколачивают пшеницу, чтоб его не заметили. И он голову не поднимает, и он не видит. И он ему говорит, ангел: ты что, не видишь, что происходит вообще? Где мы? Я, да, слышал все эти чудесные истории, что Бог, Он вывел нас из Египта. Но где мы сейчас? Где Бог? Он давно оставил нас. И как я уже говорил, это вот то, что происходит в книге Судей, да? Цикл, он повторяется. Но что интересно? Ангел с ним разговаривает, он даже не слышит, что ему Гедеон возражает, он ему как будто тот ничего и не говорил. Дальше, 14 стих. Господь, воззрев на него, сказал, то есть он смотрит на него и говорит: иди с этой силой твоею и спаси Израиля от руки мадианитян, я посылаю тебя. Он там сидит, колотит, говорит: посмотри, кто вообще, что происходит. Иди с этой силой, которая у тебя есть, и победи их. И я просто представляю и лицо ангела, и лицо Гедеона. То есть Гедеона: куда иди, кто иди, я иди. И ангел говорит, что он его вообще не слышит. Иди, я посылаю тебя, потому что я, Бог говорит, я с тобою. Я Бог, я тебе говорю идти на войну и спасти свой народ. И что ты преуспеешь, потому что я буду с тобой, потому что ты будешь следовать моим указаниям. Да? Дальше что происходит? 15 стих. Гедеон сказал ему: Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манассином самое бедное, и я в доме отца моего младший. То есть что происходит? Да кто я такой-то вообще? Во-первых, и в семье я самый младший, самый маленький. И колено мое, то есть вы знаете, 12 колен было в Израиле, оно самое незначительное, самое бедное, самое маленькое и самое захудалое. Вот Манассина. Мы вообще никто, нас никто ни за что не считает. То есть он до сих пор еще, он видит только естественные вещи, да? Конечно, есть же там, какие-то лидеры, военно-начальники, не знаю, люди, у которых есть какой-то военный опыт, у которых могут какой-то план у них быть, как там пойти и победить. Но у Бога просто вообще все. Ответ его простой. 16 стих. «И сказал ему Господь: я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Я буду с тобой. Вы знаете, на самом деле, я думаю, мы дальше, я покажу подтверждение моим словам. Та причина, по которой Бог, Он выбрал Гедеона, чтобы он возглавил армию, которая спасет всю нацию, это потому, что вот он и был такой маленький и незначительный. Самый младший в семье и в колене Израилевом самое незначительное колено. Самое бедное, захудалое. Потому что когда победа, она будет одержана, для всех будет очевидно,
что только Бог мог это сделать, потому что, ну, вот эти вот из колена Манасиного, они точно бы такого не сделали. И вот этот Гидеон. И Гидеон, он дальше, мы это не читали, чтобы вас не утомлять, как бы, да, но ситуация каким образом развивается? Гидеон начинает выставлять условия и говорить, ставить тесты. Хорошо, сначала он готовит еду, приносит этому ангелу, ангел говорит, положи на камень, он ложит, и просто огонь, это как жертвоприношение, огонь сходит и все пожирает. И тут он говорит, да, это Бог. Но потом он говорит, что давай все-таки, вот, чтобы мне быть уверенным, что вот ты, ну потому что, представьте, все бросить и пойти куда-то там воевать, да? Вот положил шерсть на землю и говорит, вот роса утренняя выпадет, пусть шерсть намокнет, а земля будет сухая вообще вся. И так и происходит на следующее утро. Шерсть мокрая, он берет ее и выжимает в воду. Земля сухая. И он говорит, что Господь, не гневайся на меня, но вот хочется быть уверенным. Давай еще раз, только наоборот. Следующее утро, чтобы вся земля была мокрая, а шерсть пусть будет сухая. И так и происходит. Роса выпала на землю, а шерсть там ни 1 грамма воды нет. Да? Так и происходит. И тогда Гидеон, воодушевленный этим, он отправляет гонцов во все стороны, и он собирает армию. И собирается, вы помните эту историю, может быть, многие, 32 тысячи человек. Ну, внушительная сила. Но если ты знаешь, что у мадианитяне, у них армия была 130 там, с чем-то человек, 130 тысяч. Здесь 32, там почти в 4,5 раза больше. Но даже при этом Бог, Он говорит, что слишком много у вас войска. Хотя их в 4 раза меньше, Он говорит, все равно сильно много. Он говорит, тогда объявить всем воинам, которые пришли, что если у них есть хотя бы малейшая доля сомнения, есть хоть маленький какой-то страх, пусть идут домой. И 20 тысяч расходятся по домам, остается 10 тысяч из этих 32. И Бог говорит, этого все равно слишком много. Давай, говорит, сделаем следующее. Приведи всех солдат к реке, пусть попьют. И вы знаете эту историю, они приходят, начинают пить, кто-то падает к воде, наклоняет голову и пьет прямо из реки. А кто-то встает на колено, черпает ладошкой и пьет с ладошки. И он говорит, возьми только тех, кто пил с ладони, а всех, кто как бы пил непосредственно из реки, пусть идут домой. И что получается? Из 10 тысяч только 300 человек пили из ладошки. Было 32 тысячи, осталось 300 человек. И Бог говорит, да, вот с этой армией ты победишь 135 тысяч. Знаете, сам по себе факт, вот это то, что вот это вот произошло, вы помните, в Евреям 11 глава, это вот, ее называют еще глава героев веры, да? Начинается там все с Авраама, что веруя Авраам, там, и так далее. И потом, смотрите, давайте я вам прочитаю 11 глава, вот 32-34 стих. Это уже в самом конце, когда он всех героев веры перечисляет, и потом... И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать вам о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне и так далее, и так далее, и так далее, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов. И дальше. Он здесь, на аллее героев веры, глава героев веры, его упоминается. Почему? Потому что он совершил вот эти вот действия, как Бог ему сказал. 32 тысячи. Ладно, он еще согласился, он там, помните, сидел в страхе, колотил пшеницу. Тут он объявляет мобилизацию, собирает 32 тысячи и потом всех распускает, остается 300 человек. Надо быть героем веры, я вам скажу. Чтобы поверить Богу. Ну, помните, да, он еще шерсть-то он раскладывал 2 раза. Чтобы убедиться. Кто-то может сидеть и думать, классно все рассказываешь.
хорошая история про Гедеона. Для него все сработало. Как это меня вообще касается? Каким боком? У меня своих собственных забот полон рот. У меня свои неудачи. Кто-то, может, молиться об исцелении. Кто-то там молился за семью, за семейные отношения. И все, у меня уже сил давно нету. Я уже давно бросил все. Сижу здесь, в этой давильне для вина, для винограда. Оставь меня здесь и не говори мне ничего. Вы знаете, часто люди, они говорят, удивительно, как много людей по всему миру, они верят в Бога, которого не видели. Как такое возможно вообще? Я как-то читал историю, когда человек, он также спрашивал, как такое можно вообще? Вы же не наивные такие люди, вроде все взрослые. Как же вы можете так верить? И человек, который разговаривал с этим неверующим, он ему привел пример про Фому, неверующего. Вы помните, да, что когда Иисус, он воскрес, и он первый раз явился своим ученикам, Фома, он отсутствовал, когда Иисус, он пришел. И потом все ученики ему рассказывали, что Иисус ожил, воскрес, и он пришел сюда живой. И Фома ему сказал, да не поверю ни за что, пока сам раны не потрогаю ее, которые были нанесены на кресте, да, ни за что не поверю. И потом Иисус еще раз пришел, когда Фома уже присутствовал, и тогда Фома сказал, ты Господь, да? И помните, что Иисус ему ответил? Что ты поверил, потому что ты увидел, но блаженны те, кто поверит, не видя. Это кто такие? Это мы. Блаженны те, которые верят и не видят. Легко поверить, когда ты видел, вот он, Бог пришел, и, надо быть совсем, да, чтобы не верить, когда ты видишь это. Но поверить, когда ты не видишь, говорит, блаженны такие люди, благодать на них. И вы знаете, в дополнение к этому, чтобы нам было легче таким образом поверить, не видя, Бог дал нам Библию, где расписано вообще вот это все, на основании чего мы верим. Итак, это все сработало для Гедеона. Как же насчет нас? Когда у нас возникает страх по поводу чего-либо в нашей жизни, каким образом мы должны на это реагировать? Я просто хотел бы такую ремарку сделать, отступление. Вы знаете, сам по себе, когда возникает у тебя страх, это не означает, что ты согрешил, что все плохо, кто ты такой. Потому что, бывает, мы все, знаете, когда у человека нет страха, это как-то не совсем нормально. Когда страх, он не возникает совсем. Нам свойственно бояться каких-то вещей, но та реакция, как мы отвечаем на этот страх, вот в этом мы можем согрешить. Понятно, да? То есть сам по себе страх это еще, но как ты с ним справляешься? Позволяешь ли ты этому страху, чтобы он поглотил все вокруг тебя и там загнал тебя куда-то в депрессию? Или ты используешь этот страх, знаете, как какой-то канат, чтобы подтянуться поближе к Богу? Что я пытаюсь донести? Знаете, подумайте просто, кого бы вы назвали неудачником? Это, например, если человек, он встал в вере в своей, но что-то пошло не совсем так, как он ожидал. И второй вариант, это когда человек, он просто вообще пропустил возможность даже стать ближе к Богу, поверить, потому что у него был страх, он даже и не пытался. Я верю, что Давид, это дает нам прекрасный инструмент для того, чтобы справляться
с нашим страхом. Все знают Псалом 22, да? И Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Все знают в синодальном переводе, и я хочу прочитать сейчас вот стихи, которые я буду читать с комментариями. Это будет вот также Библия в переводе Кулаковых. Ну, современный перевод, просто более как-то расширенный. Какие-то слова, может быть, даже объяснять не надо будет. Давайте первые 3 стиха прочитаем. Псалом Давида. «Господь пастырь мой, ни в чем я нуждаться не буду. С ним я спокоен на пастбище злачном. К водам тихим он водит меня, оживляет душу мою, путями правыми водит меня, верный имени своему». Самая первая вещь, которая требуется для того, чтобы справиться со страхом, это понимать, что есть Бог, есть Его присутствие, и Он заботится о нас, как пастух, об овцах. Вы понимаете, да, что Давид, вот он описывал, та жизнь, которая была ему доступна, да, он был пастухом, и вот он, пас овец, и вот он это описывал. Ему это было близко. Вы же понимаете, что, я не знаю, у кого-то были овцы когда-нибудь? Или кто-то вообще видел? Нет? У меня бабушка держала овец. Овцы, они довольно туповатые животные. Ну, в каком смысле? Почему Давид приводит пастыря? Без пастыря они погибнут, без пастуха. Если их просто отпустить куда-то, обязательно разбегутся, кто-то свалится куда-то в канаву, кто-то запутается в кустах, кто-то утонет, кого-то с собаки утащат и так далее, и так далее. Поэтому без пастуха плохо все. Здесь он их просто приводит, что есть пастырь, пастух, который заботится. Он тебя приводит туда, где трава зеленая. Пастбища, они злачные. Это что, травка хорошая, сочная. Потому что сами овцы, они могут непонятно куда вообще уйти, там, по колючкам ходить, домой придет голодная, если вообще придет. А здесь он тебя привел, вот она, трава зеленая. Он водит к водам тихим. Там, где тебя течение не унесет, ты спокойно попьешь, и жизни твоей ничего не угрожает. Да? Оживляет душу мою. То есть правильными путями водит меня. То есть первое, что нам нужно осознавать, что есть Божье присутствие. Есть Бог, который о нас заботится. 4 стих. «Случись идти мне долиной, темной, как смерть, не устрашусь, и тогда я зла, ибо ты со мною. Твой жезл и твой посох уверенность в меня вселяют». Он тебя вводит там, где травка, она зеленая и злачная. Но даже если ты пойдешь там, где от ужаса хочется сжаться, где темно, где тень от смерти, даже в таких ситуациях, да, я не устрашусь, потому что ты со мной. Он тебя проводит, он идет вместе с тобой там. И жезл, и посох, они вселяют уверенность в меня, они не успокаивают. Да потому что он Бог. Он царь, он правит, он все решает. Он проведет. Вы понимаете? Даже в этом ты должен, обстоятельства они разные. Бог нигде не говорил, что я избавлю тебя вообще от всего, и у тебя жизнь будет как у Барби. В книжке, да, там везде радуги, единороги, все розовое. Но даже если ты пойдешь там, где все страшно, он говорит, что я с тобою. То есть нужно уповать на Божье обеспечение, научиться понимать, что Он заботится. Бог, Он защищает тебя, твой жезл и твой посох. Дальше 5 стих. «Ты стол для меня накрываешь, у врагов моих на виду. Возливаешь елей на голову мою, до краев чашу мою наполняешь. Доброта и милость Твоя да сопутствуют мне во всей жизни моей, и пока живу, ходить я буду в дом Господень». 3 шаг – это когда ты знаешь,
что есть Божье присутствие, что Он водит тебя по злачным пажитям, все предусматривает, чтобы у тебя все было хорошо. Но даже если, когда ты идешь и очень страшно и все плохо, ты знаешь, что Бог, Он все равно защищает тебя, и Он успокаивает тебя. И когда ты все это знаешь, вот третий шаг – это просто войти в Божий мир. Что бы ни происходило. Здесь говорится, что ты накрываешь мне стол на глазах врагов моих. То есть представьте, там враги, а ты сидишь здесь такой, за белой скатертью обедаешь. Ну, насколько нужно быть спокойным в этом смысле, да? Даже еще больше, что благость Твоя, милость Твоя будут сопутствовать мне. Но самый значимый здесь стих – это «Пока живу, ходить я буду в дом Господень». Мы можем не бояться, потому что мы знаем, чем все закончится, вся история. В самом конечном конце. Готов ли ты отложить страх? Ну или еще раз. Людям свойственно бояться. И страх, он может приходить. Но нам нужно постоянно, знаете, это процесс. Невозможно один раз набраться храбрости и перестать бояться на всю жизнь. Так оно не работает. Жизнь – это процесс. Мы живем, и мы каждый день что-то новое происходит, мы испытываем какие-то эмоции. И здесь нам нужно каждый день учиться полагаться на Бога, доверять Ему. В этом вся фишка. Как насчет тебя? Ты полагаешься на Бога? Готов ли ты довериться Ему? Может быть, сегодня ты можешь помолиться и попросить Его, чтобы Он дал тебя, научил тебя доверять Ему больше. Может быть, сегодня ты осознал, что тебе надо вообще научиться доверять. Если это ты, если ты никогда не принимал Христа как своего Господа и Спасителя, потому что все, что мы говорили, оно не имеет значения, если ты не принял Господа, если ты не крестился в имени Иисуса. Это самый первый шаг, да? Мы сейчас помолимся. Если есть такие люди в зале, вы бы хотели принять Господа как своего Спасителя, я могу помолиться с вами. Первый шаг. Давайте мы поднимемся на наши ноги, и прославление уже может прийти. Аллилуйя, Господи! Научи нас, как справляться с нашими страхами, Господи. Чтобы страх, он не разрушал нашу жизнь, Господь. Научи нас полагаться на Тебя, доверять Тебе и помнить, что Ты наш обеспечитель. Ты водишь нас по зеленым пастбищам. Ты заботишься о нас. И Ты защищаешь нас. Пусть будет так, Господи. Я прошу Тебя, Господь, чтобы все слова, они были поняты правильно. Чтобы не было никаких сомнений ни у кого, Господи. Если я что-то привнес человеческое, пусть просто люди забудут. Но если что-то от Тебя, какие-то слова, они запали в душу, Господи, пусть произрастет хорошее, доброе зерно, пусть будет плод какой-то в жизни. И я провозглашаю в жизнь каждого свободу от страха. Во имя Иисуса Христа. Пусть будет полная свобода. Там, где Дух Господень, там свобода. Там нет никакого страха. Твоя любовь, она все вытесняет, и мы это принимаем. Скажи, я принимаю свободу от Христа. Я принимаю свободу от страха. И я принимаю защиту от Бога. Да будет так. Аминь. Если кто-то есть, вы ни разу не молились Богу, вы не принимали Его как своего Господа и Спасителя, я прошу вас, поднимите руку. Есть у нас кто-нибудь? Anybody? Я всех знаю.
Я вас уже видел. Можно подойти ко мне потом, если кто-то стесняется. На этом у нас официальная часть закончена. Мы сейчас прославим Господа еще раз, ибо Он достоин. Аминь. И пойдем вниз пообщаемся. Или здесь пообщаемся. Я забыл. Пожертвование, да. Я вот хорошо ведра стоят. Давайте, пока у нас прославление готовится. Вы знаете, что мы даем, мы жертвуем в церкви. Также десятины. Если можно делать это в электронном виде, да, можно старым способом, хрустящими бумажками. Кто-то даже мидию звенящий. Не суть. Пусть Господь благословит каждого, кто дает. Благодарим вас. Все, давайте Господа прославим. Я тебе отдаю не моим. Прощен и свободен, и верю всем сердцем, что лучшее еще впереди. Знаю я, ты со мною поднимаешь, когда падаю я. Всей душой я с тобою, твоя милость восхищает меня. И все вместе, все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Ты не оставишь, ты не покинешь, если мир мне объявит войну. Стрелы расплавишь, горы раздвинешь, только руку к тебе протяну. Знаю я, ты со мною поднимаешь, если падаю я. Всей душой я с тобою, твоя милость восхищает меня. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. И выше руки еще раз и вместе. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет
пока я буду жить на этой земле. Пусть сердце мое стучит и поет лишь для Тебя. Только для Тебя, Господь, каждый день. Аллилуйя Тебе, наш Бог! Слава Богу! На этом наше собрание оно окончено. Пусть Господь благословит вас на эту предстоящую неделю. Добро пожаловать в следующее воскресенье в 11 часов. Сейчас также можно остаться, пообщаться. Все, с миром Божьим. Господь благословит вас.